Вы знаете, я думала, меня вообще очень тяжело чем-то удивить, но Палата адвокатов, именно руководство Палаты адвокатов, это стабильно продолжает делать. И с каждым разом все хуже и хуже, и их действия носят более наглый и незаконный характер, ну, по всей видимости, потому что реакции правоохранительных органов нет. Вот этот ответ, который мне сегодня передали в Палате адвокатов, я буду опять передавать в Генеральную прокуратуру, уполномоченному по правам человека, и писать президенту, и в частности в Общественную палату буду обращаться, потому что этот документ подписывает, помимо того, что он заместитель председателя Палаты адвокатов, и является членом Совета Палаты адвокатов Кецба Тамас Иванович, но он является членом Общественной палаты, которая деятельность чуть-чуть его противоречит в Общественной палате с тем, что он подписал сегодня на документе, ну, по крайней мере, не знаю, сегодня, но мне сегодня передали, 3 июля, ну вот, мучались, не могли меня, наверное, найти вот эти несколько дней до 7 июля. Звонок только сегодня поступил. Я обратилась с заявлением, с жалобой в Совет Палаты адвокатов на Зонтаря Розу Платоновну в связи с тем, что она наложила запрет секретарю Палаты адвокатов на принятие корреспонденции документов от моего имени. После того, как это произошло, я это как бы и в интернете сообщила эту информацию, и обратилась и к президенту, и в посольство Российской Федерации, уполномоченным по правам человека, в парламент и в Генеральную прокуратуру. Сегодня мне дает ответ заместитель председателя Совета Палаты адвокатов Кецба, которые, это не он лично принимает решение, это они приняли вместе с Кецба, с Габелия, с Зарандия с Тамуровым Ивановичем, Габелия Кристиной Корнеловной и Хажба Иналом Анатольевичем. Принимает такое решение. Они пишут, они забыли рассмотреть саму жалобу, где я указываю на незаконные действия Зонтаря. Они слова не говорят о незаконности действий Зонтаря, но дают вообще такой карт-бланш в последующем творить произвол. Последнюю фразу сразу хочу сказать о том, что информируем вас о том, что все ваши последующие заявления будут утилизироваться без рассмотрения. Это пишет, я этот документ прикреплю, это подписывает документ член Общественной палаты, но он подписывает как заместитель председателя Палаты адвокатов Кецба Тамас Иванович. Вот по этому поводу я буду писать на него тоже. И они дают такой ответ о том, что в противовес, что якобы Инга Габелая порочит честь адвокатского сообщества и так далее, что они, бедные, вот так замучились руководствоваться принципами института адвокатуры, неукоснительному следованию закона, верности адвокатской присяге и моральным ценностям. Вот они мучаются и вот это соблюдают. Вот это. И поэтому они считают, что мы по-прежнему убеждены, что лицам, совершившим умышленное преступление на территории, там они не пишут где, и утаивающее наличие гражданства враждебного государства, нет места в адвокатуре. Это пишет Кецба. Во-первых, как член Общественной палаты, они, Общественная палата всегда должна как-то баланс между государством, между государственными структурами и между проблемами общества, как-то быть посредником. У нас была огромная проблема в обществе с пособиями. И как член Общественной палаты по совместительству может давать такой ответ о том, что Инге Габелая не место, потому что у нее были проблемы на территории Российской Федерации. По какому вопросу? По вопросу пособий. Если вы считаете, что умышленное преступление, у вас есть, ну, не пол адвокатуры, но какой-то процент адвокатов определенно есть с полученными пособиями. Сегодня находятся, тогда давайте чистку проводите, напишите всем адвокатам, уведомьте, кто был получателем пособия, вы совершили преступление на территории Республики Абхазия. Вы когда подписывали этот документ, вы вообще как его подписываете, этот документ? И кто, как не адвокатура, знает, и в частности знают ответ о том, что Генеральная прокуратура не установила у меня наличие грузинского гражданства. И они до сих пор продолжают писать о том, что не место таким адвокатам, то есть из-за пособий, то, что у меня были проблемы на территории Российской Федерации, при том, что у меня дело прекращено, у меня нет никаких правовых последствий, связанных с этим вопросом.
и с тем, что у меня якобы грузинское гражданство, при том, что это вы незаконно, квалификационная комиссия рассматривала вопрос по бумажке, которая никакого подтверждения не имела. И для того, чтобы признать свои незаконные действия, они еще продолжают дальше. Вот по этому моменту теперь, пожалуйста, вы докажете, какое у меня гражданство. Теперь я обращусь к палате адвокатов с иском по доказыванию у меня наличия гражданства. Теперь посмотрим. Вот это вы пишете здесь клевету, дорогие мои. Вот, и они пишут, что Совет Палаты Адвокатов не должен тратить время на рассмотрение бесконечных жалоб. Я к ним вообще не обращалась. Я к ним когда обратилась, когда они должны были принять, они тоже не рассмотрели. Первую мою жалобу они не рассмотрели, вторую мою жалобу они не рассмотрели, а третью жалобу, где я Зонтария пишу, они потратили время на вот эту грязь написания, но они не потратили время рассмотреть вопрос Зонтария. Можно ли Зонтария, которая должна придерживаться принципам высокоморальным, как председатель Палаты Адвокатов, давать указания не принимать документы, а потом, когда у нее настроение появилось, она приняла документ. Сегодня тоже на дочку Зонтария я сдала заявление. Интересно, они будут все утилизировать мои документы, даже другие жалобы. То есть, это будет предмет обсуждения в правоохранительных органах, я обращусь.